Да, надо сказать. Я хотела бы поделиться с вами результатами наших наблюдений, они почти десятилетние. Вообще, проблема беснадзорных животных по всей России стоит достаточно остро. И мы вступили вот в эту фазу учета численности, отнюдь не первыми, а вслед за такими крупными городами, как, допустим, Москва, Омск. И есть, конечно, свои особенности. У больших промышленных городов, как правило, есть промышленные зоны, есть крупные транспортные узлы. У нас ничего такого нет. На самом деле крупных промзон у нас нет. И казалось бы, в норме у нас ситуация должна быть легче. И вот если так говорить, то, конечно же, никто из присутствующих, я думаю, все-таки не скажет, что собак иметь не надо. Собаки – это очень важный аспект содержания собак, очень важный аспект воспитания наших детей, воспитания гуманизма, культурно-эстетического. Но, к сожалению, все аспекты нашей деятельности, чуть-чуть перекошенные от нормы, вызывают негативные последствия. И вот собака, которая наш друг, может стать, если не врагом, то, по крайней мере, угрозой. Пожалуйста, Машка, проясни. Вот у нас есть достаточно негативная статистика не только у нас, но и у разных органов. Все знают, что вот про Ленск есть страшный случай. И я хотела рассказать, как мы учитываем собак. У нас есть такие специальные, ну как, не специальные площадки, мы кварталы обходим в соответствии с общероссийской методикой. При этом я хочу подчеркнуть, что мы, мы не то чтобы реально пересчитываем всех собак в городе. Есть коэффициенты, формулы, и это дает возможность сравнить с другими городами. В норме, когда, если нет каких-то вспышек, то численность у нас сопоставима с жилыми кварталами других городов. А вот в промзонах и в транспортных узлах действительно численность выше. И вот, как я понимаю, в Марке, в частности, тот случай, да, когда... Но тут еще другой момент, что часто действительно под видом безнадзорных бегают вполне себе хозяйские собаки. Мы считаем только безнадзорных, которые без ошейника, то есть они даже не только безнадзорные, а бесхозяйные. И вот динамика численности, и, как я говорила, это не то чтобы совершенно точно, что столько собак в городе, а вот эти пересчетные коэффициенты. Обратите внимание, в 2014 году, когда была вспышка, и вот когда такие тяжелые меры предпринимали по ограничению численности, вот она о численности снизилась, и затем, после введения пункта передержки, когда собак стали безвозвратно изымать, тоже численность постепенно снизилась. Но при этом эти данные, как я вот отразила на слайде, не отражают на самом деле численность тех собак, которые бегают выше, потому что не отражают только хозяйские, а кроме того есть еще, даже не знаю, как назвать, собаки при стройках, при базах, которые живут вроде бы и ничейные, но работники их подкармливают. Они выбегают, как правило, это крупные и агрессивные. И кроме того, численность разных кварталов различается. Живя в центре города, человек может даже не знать, насколько ужасна ситуация бывает в кварталах другой застройки. Вот у нас, допустим, центральный и Октябрьский округа – это административные здания, жилые многоэтажные здания. Следующий слайд. А вот Сайсарские строительные, на которых мы проверяем, это двухэтажки муниципальные, в которых много и хозяйских собак, бегающих без надзора, и плюс домов реально без надзора. Дальше, пожалуйста. И вот если сравнить плотность населения, не абсолютно, а именно плотность населения, то она до 15 крат может различаться. Вот в кварталах деревянной застройки. Дальше. А почему? Вот посмотрите, вот эти фотографии, мы, когда собак учитываем, мы их фотографируем. Фотографии из 17-го класса. Почему не жить
собаку вот на таком огромном поле. Рядом есть заброшенные гаражные стоянки, заброшенные стройки, где могут выводить детей, детенышей, да? Здесь же они кормятся. Вот, пожалуйста, чувственность вышла. Дальше, пожалуйста. И именно за счет этого мы учитывали собак, как бы вот тоже постоянно, кто-то же вот из раза в раз встречается. Мигранты, которые немножечко перемещаются по территории, и пришельцы, условно говоря, которые приходят из других мест. Так вот, в деревянной застройке больше всего оседлых собак. А ведь на самом деле это хищник с социальной и с территориальной структурой. Если собака живет на этой территории постоянно, она же ее воспринимает как свою, значит, соответственно, вероятность, что у нее агрессивность по отношению к вторженцам, пришельцам, в том числе и людям, будет выше. Значит, кварталы деревянные, двухэтажные застройки – это просто зона риска априорно. Дальше, пожалуйста. Но при этом деревянная застройка тоже разная бывает. Вот коттеджная застройка, где сплошные заборы, где нет мусорных баков открытых, нет тех мусорных полей, которые я показывала. Численность существенно ниже, просто в разы ниже, чем в тех кварталах, где есть многоквартирные дома и не убирают вовремя мусор. Дальше, пожалуйста. И еще один момент. У нас в течение года собаки перемещаются. Во-первых, как правильно замечали люди, уже здесь присутствующие, осенью у нас в дачных поселках начинается прикочевка собак в город. Это те несчастные, которых бросили их так называемые хозяева. Сначала они прикочевывают в деревянные квартиры, потом распределяются по всему городу, а потом, поскольку в центре мусорные баки лучше убирают, они малоформные, эти собаки снова начинают концентрироваться в тех местах, где больше помоек. Дальше. И вот получается, что у нас человеческий фактор играет очень важную роль. Мы вроде бы начинали изучать биологические объекты, а оказалось, что это социальный фактор, прежде всего. Безответственность людей и не всегда достаточная ответственность управляющих компаний по вывозу мусора. Это усугубляется еще одной проблемой, то, что собаки, такие безнадзорные наши, выходят в природу. Да, я сейчас заканчиваю. Из природы, в природе они питаются, но оттуда они могут и от диких животных принести заболевания на территорию населенных пунктов, что тоже является, конечно, негативным. Дальше, пожалуйста. И вот если посмотреть вот это вот правую часть кривой, которая вроде бы кажется благополучной, обратите внимание, с 2018 года у нас начался слабый подъем. Но сейчас этот год, он особый. Зимой было довольно тепло, и, наверное, обратили внимание, что есть собачьи сказки уже появились. Размножение началось рано. То есть есть очень большая вероятность, что вспышка численности начнется вот с этого сезона размножения. И получается, что какая бы ни была хорошая система там предложенных питомников, подкормки и так далее, пока мы не решим социальных проблем, эта проблема безнадзорных собак останется. Нам необходимо наладить работу жилищно-коммунального хозяйства, ужесточить контроль со стороны мэрии не только жилкоммун, но еще и общепит. Может быть, кто-то знает, что вот в парке на входе было кафе, в летнее время функционирует кафе. Как только оно начинает функционировать, там начинают концентрироваться безнадзорные собаки. Разгоняют белок, разгоняют людей. Значит, соответственно, это... И кроме того, конечно же, индивидуальный фактор. Ладно, мы можем говорить, что мы всех там призовем в порядке. Но прежде всего надо призвать в порядке себя. Хорошо бы на уровне города урегулировать какие-то отношения, более жестко гуманное отношение человека к собаке. Чтобы человек нес четкую ответственность за то, что вот он взял
эту собаку, он обязуется ее кормить, выгуливать, чтобы ее экскременты не служили заражению окружающей среды разными там яйцами, допустим. Чтобы она не представляла опасность для окружающих, будучи выпущенная без намордника. И вообще, в идеале, конечно, было, как в некоторых европейских странах, человек должен подтвердить свою способность ухаживать за собакой. Это в том числе и психологическую. Ну и, наконец, вот разговаривалось о научных основах вопроса стерилизации и выпуска. Вообще-то все такие решения ради научных исследований. Вот учеты численности, они необходимы для того, чтобы понять, сколько собак может быть на территории города. Санитарно-эпидемиологические исследования нужны. А вот система стерилизации и выпуска оказывается отнюдь небезопасной. Вообще это все основано на том, что подавляется, после стерилизации половые гормоны подавляется выработка. У самцов это да, действительно подавляет выработку, и значит они будут менее агрессивными. Но существует такая зарубежная работа, именно научная, что самки после стерилизации проявляют часто повышенную агрессивность. Дело в том, что половые гормоны у самцов и самок по разному механизму прорабатываются. Если кому-то интересно, это проще в кулуарах обсудить. И, наконец, еще один момент. Да, гормоны у них перестанут вырабатываться, они перестанут там участвовать в твари. Но социальная структура, семейная, допустим, владение семьей одной территории, это никуда не денется. Высокоинтеллектуальное и достаточно активное животное, они стаи будут охранять свою территорию. То есть исследование, как повлияет стерилизация и выпуск на поведение собак, это надо еще проводить. И нельзя стопроцентно сказать, что вот их стерилизуют и наступит мир в нашем городе. Все, спасибо. Во-первых, представьтесь, пожалуйста, девушка. Вопрос не ко мне, давайте так. Меня нужно как эксперта по численности собак. Я рассказала. Если вы хотите в кулуарах со мной что-то обсудить, в кулуарах будем обсуждать. Все берут на даче охранять чистокровных собак, которых легко отследить. А вот почему нельзя в те же структуры здравоохранения собак, ветеринарии, когда человек пришел, даже прививку ставить или обратился на принудительном уровне ставить этот чип, записывать там адрес этого человека. Потому что собака ужала и покусала, приходишь к этому человеку, а он говорит: это не моя собака, это не моя, нет ошейника, да, она прибилась ко мне, это не моя собака. Совершенно верно. Говоря о ответственности хозяев, я подразумевала именно это, что человек должен подтвердить свою способность и потом нести полную ответственность за собаку, в том числе чипировать ее, и чтобы ее можно было отслеживать, конечно же. Девушки, давайте мы не будем обладать глаза. Вопросы общественной палаты. Елене Георгиевне. Да, пожалуйста. Вот по поводу практики относа стерилизации, кастрации, выпуска, то есть, правильно я понимаю, с научной точки зрения никакой гарантии про будущую агрессию собак нет. Нет, по идее... Никакой вообще. Ну, не то, что вообще. Считается, что у самцов агрессия снижается. Но это, как говорится, считается. А среднее по выборке очень мало удержит, если одна особь останется агрессивной, да? То есть необходимо Речь исследовать. идет больше о продолжительности жизни.
Нет, речь идет о возможности нападения на человека. Хорошо, давайте. Роман Сергеевич, Разрешите вопрос. Вопрос у меня уточняющий такой. Скажите, пожалуйста, я правильно понял вас, как вот стерилизация, кастрация, давайте все равно будет защищать свой территорию. Давайте будут защищать. Да. то есть по большому счету кастрация приводит к тому, что они перестают размножаться. Но они на улице будут также искать пищу, а пища является слабой, в том числе болотки и кудели, которые осенью появляются. В середине зимы их уже нет, вы замечали это, да? И кошек тоже, да. То есть они съедают сначала слабых, потом еще более и так далее. То есть их никто не кормит уже по 400 рублей на улице в сутки, правда? И дети для них это тоже объект пищи, к сожалению. Хорошо, давайте мы продолжим.